Всем большой привет из Коми. Ну что, ребят, сегодня я собрался первый поход у меня на дальнюю избу на мототолкаче Альбатрос XLV9. Вот. Посмотрим, как все будет. Буду немножко снимать. Сейчас рассвело, и здесь уже я включился. По темну я выехал. Ехал по дороге. Закрепил вот так лыжи. И сейчас я на самых минимальных оборотах ехал. Короче говоря, вот такие вот ямы, лыжи зацепляют в сторону, он торчит. Сейчас я эти лыжи сниму отсюда и уже назад сюда куда-нибудь прикреплю. Пусть тащится за мной. Остановился на том самом месте, где я прошлый поход буксовал. Ну, там катки у меня перевернулись, из-за этого так получилось. Сейчас я собираюсь объехать вон там, объеду. Дальше уже пойдем. Сегодня получается 21 февраля. Я хотел до конца февраля еще капканы подержать. Думал, примерно 26 я поеду, там капканы буду снимать. Но жизнь так, крутит, вертит. И никак не получится у меня 26 приехать. И спеша я не люблю это дело делать. Вот, потому что мне 25-го надо в больницу. И думаю, лучше сейчас я съезжу, все там закрою капканы. Охоту на капканы все уже закроем до конца февраля. И уже чтобы не думать. Мог я нормально, спокойно по больницам ходить и дальше по ходу снимать. Вот. Ну как, загрузился, ребят, я сюда загрузил еще оружие и рюкзак. Лыжи сейчас уберу отсюда, оружие оставлю. Тут взял еще пилу и топливо. Коробка новая на будни Олега, я немножко поснимал вам. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будни Олега. В интернете напишите, в Рутубе, там, в ВКонтакте, в Ютубе, везде, там, в Дзене, везде можно найти. Вот так получилось. Из 10 миллиметровой фанеры взял. Нормально. Вот. А в остальном ничего так. Лобовое стекло поставил. Ой, очень хорошо получилось. Линолеум. Вообще. Лобовой ветер сейчас мне не помеха. Вот когда вот едешь и холодный ветер тебе дует, вообще. Сейчас мне не страшно. Боковые ветер нормально так. Вот. Ну пусть остывает, я немножко поболтаю. Двигатель там сейчас прилично уже проехал. Вот спинка, вот мне вот понравилась, ребят. У меня на Буране такого спинки нету. Ну, есть она, но чуть-чуть недорасчет установлен. И вот сейчас я сижу, у меня спина вот облакается вот сюда. И, короче, спине очень тепло. Если еще повыше такую спинку сделать, вообще было бы великолепно. Понятное дело, крутит, вертит. Вон я как снежный, весь снегу. Но ничего страшного. Нормально. Посмотрим, какой расход топлива будет. Сейчас у меня на обкатке первый поход такой дальний. Если получится, поедем. Вот у меня здесь старая бураница. Где-то сантиметров 10 снег выпал. Ну вообще идет просто идеально. А там еще до избы по целине попробуем. Я не знаю уже. Доеду, не доеду. На Буране 2 похода не получилось. Посмотрим. Этот поход какой будет. Вот. Ну, примерно так, ребят. Сейчас я переставлю лыжи назад. И уже поедем дальше. Немножко буду так включаться. С перекуром буду ехать. Пусть так остывает немножко, отдохнет двигатель. Ну, обкатка есть обкатка. Корыто вот еще такой отбойник поставил. Здесь куча снега. Нормально. Вот так вот. И, знаете, еще один момент скажу. Когда ты первый раз сел после бурана, тебе кажется, он тихо так работает, четырехтактный, тихий двигатель, вот идет, идет и едет. А сейчас вот на дальнем пути он такой же громкий, честное слово, он такой же громкий.
Но понятное дело, там вариатор на основной шум дает вариатор. Там 2.40. Двигатель здесь Zonshine 9. И гремит. И плюс еще, что вот выхлопные газы, конечно, у тебя сзади, а у буранов спереди. И ты весь в дыму, запах это. Домой приходю, я дома всегда одежду на улице оставляю. Вот. Ну, пока так. Начало пока нормально. Посмотрим, что дальше будет. Погода сегодня только штормит капитально. Расшатает, может, деревья. И снегопад еще идет. А так, в принципе, солнечные дни, холодные дни были, а сейчас нормально. Ладно, сейчас я переставлю лыжи и дальше поедем. Так, небольшую веревку надо. Хотел там, ребят, объехать, но я в сторону отошел и по уши снега. Думаю, может здесь в этом на поле и он не проедет. Не буду рисковать, тратить время. Я здесь по своей дороге лучше поеду. Там посмотрел, нормально, терпимо. Я проходил это уже, блин, как сказать, те места, где техника не едет, лучше посмотреть и объехать. Мах и рисковать. Крышки нету, на ящике пока не сделал ничего так. Так, ну и сюда, хоп, и будет он идти вот так, за этим. Пилу взял сегодня. Может пригодится, пускай будет. Ну вот. Ладно, сейчас дальше поедем. Заднего хода нет у него. Но иногда нужен. В основном с гаража уехать. Да, там надо. А так, техника легкая. Передвигать хорошо. Немножко должен подостыть. На фару пока выключатель не сделал. Опачки. Очередная остановка. Уже я проехал вырубку. Вот тащи еду. Возле капкана остановился. Вон там капкан у меня стоит. А здесь следы. Ну, пускай пока подостынет двигатель, я посмотрю. Вроде свежие куничьи следы. И вроде недалеко от капкана. Метель, пурга. Там уже не стал снимать, нормально проехал. По лесу, да по буранице вот следы. Все хорошо. Здесь куропатка ходила. И тут еще вот след какой-то. Вон он. Или рябчик даже, не куропатка, может даже рябчик. И тут следы. Смотрите, куницы. От капкана вообще недалеко. Вот след. Видите? Тут копался что-то. Вон он. И дальше ушел. Вот. Прошлый раз тоже именно здесь следы были. Я капкан поставил, где-то вот здесь полоса такая леса,
Как бы, думаю, в середине поставлю, но запах все равно идет. Ну, вот видишь, что-то ему не нравится. Следы свежие. Он туда ушел. Вот, побежал туда. Ну там ходил, и здесь вот следы еще. Вот. Ладно. Пока оставлю капкан этот. Потому что след свежий. Он где-то вот в этом пяточке и живет. Когда буду обратно уезжать уже, отсюда капкан заберу. Вот, дома и увезу. А дальше у меня получается 4 капкана обязательно оттуда возьму. В избушку увезу там на просеке. Возможно, в будущем году, может, и по другому месту буду ездить. Планы есть. Надо просто посмотреть новые места. А здесь вот на пустыре постоянно метет. Закрывается бураница. И где вот по лесу ехал, там вообще ужасно, конечно. Там, ну, я не знаю, очень тяжелый путь. Короче, подумаю насчет будущего года. Там тоже зайчишка бегала. Вон он. Тоже свежие следы. Лес хороший тут. Раньше здесь вообще дремучий лес был. Все вырубили круговую. А тут вырубка кругом. Там дальше. А этот пятачок как-то оставили. Не знаю, надолго ли. Сорный лес. Сосны с этими. Да даже, думаю, там недалеко уже вырубки. Ладно, пока оставлю капкан. Пусть ловит. Еще у нас получается целых 8 дней. А я дальше поехал. Ну вот, ребят, перекур. Проскочил ручей. Ручей проскочил и уже забрал 2 капкана. 2 капкана забрал. В корыте, чтобы не потерял, главное. Следов нету пока здесь. Да и не было всю зиму. Может, и ничего не будет. Я кайфую, еду кайфую. Вот по буранице просто наслаждаюсь. Не надо напрягаться на буране, там все равно надо рулить, там крутые. А это как на Жигули еду, честное слово. Чем больше техника, тем напряжение больше. Мощи больше, конечно, я ничего не говорю. Сам знаю, что такое. И когда ты, скажем, на Жигулях с электроусилителем руля, вы рулите, едете. И после этого, если вы сядете сразу на УАЗик или на Урал, вы почувствуете разницу. Вот то же самое вот этот малыш и буран. Вес даже 3 раза, 2 раза, нет, 3 раза даже легче. 100 килограмм, а он 320. Это 115, наверное, сборка. Вот. Во-первых, вес и управление вообще легкое. Но сейчас, конечно же, будем испытывать себя и технику. Буду ехать там по целине. Но там лыжня есть. Я там лыжней прошел. Буду пытаться по этой лыжне ехать. Поэтому там я уже вам снимал, уже не стал ничего включаться. А дальше уже как по целине пойду. Там уже включусь. Вот. Обязательно поснимаю, как все будет проходить. Вот. То, что я доделал, работает. Газ-трос ходит пока. Посмотрим, что как будет служить и работать. Пока все нравится.
Так, ладно, сейчас едем дальше. Лыжи пока на месте. Пила может пригодиться там, посмотрим. Здесь получается у меня еще 2 капкана надо забрать. А остальные уже на основной тропе там забирать, конечно, не стану. На следующий год оставим. Как ни крути, по какой дороге бы я не ехал, все равно на основную тропу я буду там проезжать. Вот. Ну, ладно, едем. Вот тут я разворачивался. Это конечная точка, куда я смог приехать на снегоходе Буран. Дальше уже у меня лыжня будет идти. Вот. Хотя тропа вот здесь идет, вон затесы. Вот тут надо проходить. Но там бурелом, и вот этот подсад вышел, что вот затес еще. Вот только увидел. Вот дальний я увидел. Не так просто увидеть. Вот, все зарастает, все меняется. Ладно, сейчас попью чай с конфетами с термоса. И дальше поедем уже по лыжне. Там уже спилил одно дерево. В прошлый раз пилы не было. Вот. И немножко даже думаю, там застряну, не застряну, там проскочу или нет. Проехал. Но тут, в принципе, по лыжне, я думаю, проблем никаких не будет. Хотя уже спотел, капец. Вот. Дома завтракал и сейчас, в принципе, пока не хочется ничего. Да и достала. Хлеб можно с салом есть, но в избушке отдохну нормально. В прошлый раз мне в комментариях написали, что надо путик, тропу для бурана с осени там чистить и постоянно ездить всю зиму. Но, ребят, не всегда получается так, как хочется. Во-первых, еще раз повторяюсь, что пути всегда разные. Пути всегда разные. В этом году вот здесь я ездил. В будущем году я еще не пока не определился. Возможно, уже где-то по другим местам поеду. И во-вторых, да, хорошо, когда вот ты пробил дорогу до избы на буране, и ты каждую неделю или каждые 2 недели ездишь, обновляешь вот эту тропу. У тебя
хорошая бураница будет. Без проблем ты каждую поездку будешь ездить. Но в прошлый раз у меня, наверное, больше месяца я сюда не приезжал, и вся бураница уже в снегу была. И бывает местами даже терялись на открытых местах. Там еще написали, ну вот, типа ответ на комментарий ваш. Там еще писали, что надо чистить широко. Во-первых, все, конечно, рубить там не будешь, там вырубать какой-то волок чистить. Это бесполезная работа, это бесполезный труд. И во-вторых, хоть ты чистишь, все равно дерево гнется, и бывает зачесы, странно говорят, зачесы теряешь. Теряем, да, теряем. И вот сейчас вот только увидел за всю зиму, вот я проходил вот слева, а зачесы вон туда идут. Зачесы закрываются снегом, закрываются гнутыми деревьями. Это все надо понять. Ну, у вас, наверное, или понятия нет, или не хотите понять, или я не знаю, почему вот так пишете. Но если я озвучил, что вот зачес теряется, снегом закрывается, это так и есть. И вот ты вроде чистил. Вот я прошлую весну чистил свой путик, где я осенью охочусь. Бензопилой прошел там тропинку, вот такие чурки, чтобы вот не переходить через дерево, а именно вот ты прошел и все нормально там, не надо там через деревья скакать. И я весной пропилил, осенью прохожу по этой тропе, а там уже опять с десяток, наверное, деревьев новых свалилось. Вот здесь я уже не стал включаться. Вот такие некрупные деревья приходилось там вставать, откидывать. Поперек лежат. И таких деревьев просто куча. А не говоря о том, что вот в ельнике, эта елка постоянно она ломается. Он гниет, ломается. Вроде, ребят, косачей я услышал. Косачи где-то. Недалеко. Где-то вот тут сидят. Курлыкнул 2 раза. Пока не вижу их. Да, есть. Куткает там. Ладно, схожу, наверное, косачу. Не буду. Не буду, ребят. Там, во-первых, бураницы нету. И если по пути попадет, буду добывать. Бегать за ними не стану. Почему? Потому что они уже сейчас не такие вкусные. Ну вот рядом где-то тут и сидит. Чтоб 15-20, наверное, вот тут летало всю зиму. Они и есть. В лесу. Капец. Я встал, ребят. Вот береза. А вон еще один взлетел. Вот. Вот на этих соснах они и сидели. 2 штуки я увидел вот сейчас. 2 черные были там. Еще слышно. Еще даже слышно там. Но они взлетают, уже улетают. Буквально вот тут на пяточке где-то. Ладно, погнали, ребята. Не знаю, что получится. Как получится. Надо попробовать.
улетели они. Уже улетели все. Не вижу. Улетели, все. Нету. Хитрые. Поэтому не очень их люблю. Очень тяжело их добывать. Вот здесь проеду нет. Едет. Потихоньку едет. Тяжковато. Борозда пусть здорово остается. Ребят, ползу. Легко. Вообще едет хорошо. По лыжне. Чуть в сторону. Все. Капец. Снег вообще ни хрена не держит. Хоть ты на чем езди. А по лыжне идет хорошо. Прям великолепно. На средних оборотах еду. Капканы пустые. Ничего не попадало еще. Ну что, ребят, мототолкач меня довел, но я лыжи потерял. Представляете, я без лыж вернулся. Лыжи не посмотрел где-то. Смотрите, лыжи остались где-то у меня. Вот это да, вот это кино. Капец. У меня как-то он или порвалось, или запасные лыжи у меня тут есть. Надо съездить. Вот, блин, засада такая. Ладно, ничего не поделаешь. Следы мышей есть или птицы тут были. Что-то мышеловка не сработала. Чего вам здороварка? Все хорошо, но, блин, за лыжами придется съездить. Ладно, отлично все. Самое главное, доехали.